Добрый вечер, вы смотрите новости в прямом эфире. В студии работает Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Борьба с огненной стихией. В Якутии работают самолеты-амфибии БЕ-200. Стоп-ковид. По республике идет активная вакцинация. В одном только районе уже привились почти 100% жителей. ЕГЭ на 100 баллов. На максимальный показатель по Якутии сдали единый госэкзамен 29 выпускников. Три самолета БЕ-200 будут тушить лесные пожары в горном районе. Глава республики Айсен Николаев поручил первому вице-премьеру Дмитрию Садовникову отработать схему работы эскадрильи и самолетов с базированием в Мирном. Считаю, что имея 3 воздушных судна, дополнительно направленных в регион, такую схему вполне можно выстроить, подчеркнул глава Якутии. После прохождения осадков, в том числе вызванных с помощью самолета-зондировщика, в Мирнинском и Сунтарском районах ожидается улучшение ситуации по лесным пожарам. Лесные пожары в Сунтарском районе, в частности, не представляют угрозы населенным пунктам. Первый замглавы района Николай Александров об этом сообщил нашему телеканалу. С начала пожароопасного сезона в Сунтарском районе зарегистрировано 68 лесных пожаров, ликвидировано более 40 очагов. Сейчас более сложная обстановка наблюдается в 6,5 километрах от села Кимпендяй, также в 10 километрах от сел Игетте и Тюбяй, сказал замглавы района. Ну а на сегодня в Намском районе зарегистрирован один лесной пожар, это в Тастахском наслеге. Сообщается, что пожар практически локализован и на днях будет ликвидирован. Также на территорию Намского улуса зашли 2 пожара со стороны Горного улуса. Пожар приближается к населенному пункту Хонорбе. В настоящее время там работают 16 единиц техники и 40 человек. Сегодня туда перебросят федеральные силы и ДПС. Также планируем сегодня направить туда волонтеров и мобилизованных. Второй пожар зашел на территорию Намского улуса со стороны Кобяйского района. Местность Абай, это примерно 50-60 километров от населенного пункта. Вчера выехала на разведку группа 7 человек. И сегодня выезжает еще одна группа в количестве 10 человек. И оперативный штаб решает вопросы мобилизации граждан. Что касается Вилюйского района, то там на сегодня действуют 6 лесных пожаров. Репортаж нашего корреспондента. В Вилюйской группе улусов на тушение лесных пожаров более месяца с огнем боролись около 45 бойцов авиалесоохраны с Дальнего Востока. Тяжело, упорно, так сказать, не отступая ни шагу назад, ввиду отсутствия техники. Копали лопатами, прокладывали километры минполос, таскали на себе воду за многие километры, потому что здесь вертолеты не ставят воду. Хотя это одна из основных способов тушения, подача воды на кромку пожара. Поэтому приходилось все обрабатывать вручную, в связи с чем пожары не до конца доработаны. Кромка стоит, нас снимают с пожара, через какое-то время кромка начинает опять идти, так скажем, потому что она недоработана. Тушили пожары по реке Вилюй, вот сюда ниже, получается, по течению. И на 5 пожарах мы были, и ликвидировали все 5. И вот сейчас назад летели, пожары горят, а нас домой. С начала пожароопасного сезона на территории Вилюйского района зарегистрировано 31 лесной пожар, из них 23 ликвидировано, а 2 лесных пожара решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС района приостановлено в связи со значительным удалением от населенного пункта. По состоянию на 19 июля 2021 года на территории Вилюйского района действует 6 лесных пожаров. Локализован 1 лесной пожар на территории муниципального образования Халбактинский наслег. По 1 лесному пожару в муниципальных образованиях Тёчунский наслег, Бекчегинский наслег, Кыргыдайский наслег, Барагонский наслег и Игуляцкий наслег. На тушение лесных пожаров задействовано всего 150 человек. Всего задействовано техники 17 единиц. В районе сейчас все силы брошены на тушение действующих лесных пожаров, но в свою очередь оперативный штаб района держит на особом контроле ситуацию по лесным пожарам. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Вилюйский улус.
К другим темам в республике за сутки выявили 94 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске 51 случай, в Алданском районе 6, в Нерюнгринском, Намском районе по 5 случаев, еще в 13 районах от 1 до 3 заражений. В Вилюйском районе с апреля 2020 года зарегистрировано 1934 случая заражения COVID-19. На сегодня на стационарном лечении в инфекционном отделении находятся 19 больных, в том числе 2 детей. Амбулаторное лечение получают 43 жителя. По требованию Роспотребнадзора на самоизоляции находится 158 человек. Тем временем местное население активно проходит вакцинацию против ковида. Сегодняшний день у нас по количеству поступившей вакцины у нас, в общем-то, район идет в лидирующих позициях. Активно у нас жители получают. Если поступает вакцина даже в количестве 100-200 доз, она сразу за 1-2 дня уже заканчивается. Ну, последнее у нас поступление было на прошлой неделе 1000 доз. Мы его отработали уже за 3-4 дня. По всем сельским наслегам было роздано, и в городе была разнарядка. В Хангаласском Улусе в лагере усадьбы Булус у 3 детей, контактировавших с ранее заболевшими, проявили симптомы ОРВИ. Напомним, в прошлую пятницу стало известно, что во время работы второй смены лагеря у 2 детей выявили COVID-19. В тот же день их вывезли эпидбригадой. Сейчас они получают лечение на дому. По словам медиков, их состояние удовлетворительное. Круг контактных лиц этих детей составил 15 человек. У 3 контактировавших проявились симптомы ОРВИ. У них были взяты анализы, результаты станут известны в ближайшее время. 3 детей находятся в изоляторе, у них тоже появились симптомы. Мы у них отобрали анализы, сегодня анализы увезли в город. Температура тоже была у 3, кашель, насморк. Сейчас у одного ребенка 13 лет. Температура вчера была субфебрильная, кашель, а у 2 состояние нормализовалось. Персонал не болеет, жалоб нету. Они полностью вакцинированы? Они все вакцинированные. В целом, по Хангаласскому Улусу на прошлой неделе COVID-19 обнаружили у 18 человек. На сегодня в инфекционном отделении в поселке Максыгалок лечение получают 10 пациентов, а в городе Якутске 2. На дому лечится 68 человек, в их числе 17 детей, 1 беременная женщина. Всего вакцинами Гамковид-Вак, Эпивак-Корона, Ковивак привились в районе 8908 жителей. Всего вакцинировалось на сегодняшнее число 58,8% от 70% плана. Это значит, мы должны провакцинировать 15 152 взрослого населения. Провакцинировано 908 человек. У нас 100% провакцинировались 70%, это значит 4 деревни: Титары, Юэдей, Синск и Тумул. Практически 100% плана по вакцинации против коронавируса выполнили в Момском районе. Отмечается, что такие показатели стали результатом правильно организованной работы районного оперштаба. В ходе очередного совещания регионального оперативного штаба глава Якутии Айсен Николаев сказал, что отметку в 50% от плана пересекли большинство районов. Однако в красной зоне остаются Амгинский, Верхневилюйский, Намский, Татинский и Чурапчинский районы. Нельзя сказать, что они стоят на месте, они прибавили темпы вакцинации, но пока еще не достигли 50% от плана. Прошу по этим районам вести ежедневный контроль, подчеркнул Айсен Николаев. Победители еженедельной акции «Стоп коронавирус» Якутия получили свои призы. Победители были объявлены 13 июля в прямом эфире на телеканале «Якутия-24» НВК «Саха» в программе «Утро Якутии». Акция по стимулированию и поощрению ответственного отношения к безопасности здоровья граждан проводится в 2 видах – еженедельной и финальной. В еженедельной акции участвуют граждане, получившие первый компонент вакцины от коронавируса в соответствующий недельный период, а в финальной части прошедшие полный курс вакцинации с начала момента вакцинации по 30 августа этого года. Конечно, надежда была, то, что я выиграю, поэтому я подал заявление. И результаты выявили на прошлой неделе в понедельник. Сразу посмотрел результаты и обрадовался. Об акции я узнал на площадке Instagram
по-моему, в новостях, то, что вот объявили такую акцию. Ну, эмоции были... Сперва не поверил, то, что это мое имя. Сравнил номер заявления, номер телефона. Ну, потом как-то уже так плавная радость, можно сказать. Ну а завтра будут объявлены победители уже второй недели акции, также в программе «Утро Якутии» на каналах «Якутия-24» и НВК «Саха». Продолжаем выпуск. В Аймяконском районе идут ремонтные работы по системе водоотведения. Сюжет из Усть-Неры. Запланировано 200 метров самотечной канализации. Работы за месяц завершены в районе больницы, там делаются арки. Значит, закончили арку Москиплацы 15, закончили арку, именно вот эти сложные объекты. Это перекресток улицы Ленина и Молодежной. Так, из 6 запланированных к ремонту системы отопления септиков 4 уже полностью готовы. Идет замена большой трубы. Это напорная канализация. Такая замена проводится на нескольких участках. Завершающая стадия работ на этом участке. И уже все, бригада на начальном участке приступила к реализационным работам. Строятся 2 новые напорные станции. Уже монтируем здание непосредственно КНС из бруса. Сейчас идет покраска основания. Курирует предприятие и ряд социальных объектов, школы и детские сады райцентра, обеспечивая таким образом безаварийную работу их систем водоотведения. Года 4 назад у нас были большие проблемы. У нас на территорию заливались отходы, получалось. Был ужасный запах, соответственно, вода. Сейчас у нас ликвидировали абсолютно все проблемы. МОП Хатой Мирджоев нам сделал новый септик. Сейчас у нас вообще никаких проблем нету. Население отмечает, что при плановых летних работах стало заметно меньше зимних разливов из системы водоотведения. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 29 выпускников якутских школ. Глава АСН Николаев провел встречу с выпускниками в режиме видеоконференц-связи. Особенно руководитель региона отметил одну из участниц экзамена, которая дважды стала 100-бальницей. Это выпускница Неренгринской гимназии номер 1 Ангелина Шавейко. Она получила максимальные баллы по 2 предметам по биологии и химии. Каждый 100-бальник получит по 15 тысяч рублей, а их педагоги по 20 тысяч рублей, сообщил глава республики АСН Николаев. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 20:00 на канале Якутия-24.